Здесь видите следы, что она была повреждена. И это кустарным способом его ремонтировать, видите, такие неровности. Вот. И это на момент угона здесь это повреждение было более более явно. Но они вот это все заново закрасили, выровняли, закрасили и так далее. Это наверняка к тому говорит о том, что они готовили эту машину не на разборку, а на эксплуатацию, наверное, куда-то переправить. Наверняка. Хамзат Мальсагов не может скрыть своей радости. Автомобиль, который был угнан 5 дней назад, вернули вчера ночью. Хамзат вновь и вновь обходит машину, не веря в то, что совесть у угонщиков все же проснулась. И все это благодаря репортажу, который вышел на национальном телеканале, где было подробно рассказано, кто в первую очередь пострадал от их необдуманных действий. И вот вчера ночью брату Хамзата была подброшена записка, в которой было написано, где находится угнанный автомобиль. Когда его угнали на территории детдома, прошел сюжет в связи с угоном транспорта. Достаточно объемно, качественная информация была отражена в этом сюжете. Там же совместно с телевидением участвовали по указанию депутата Госдумы Харсиева его помощник Газиев Алихан. Вот. И, соответственно, правоохранительные органы свою работу провели, вследствие чего машина была найдена, была подброшена записка, что машина находится на стоянке возле ЖД вокзала города Назрань. Автомобиль угнали в районе 3 часов ночи 31 октября. Он был припаркован у квартирного дома в Карабулаке. Здесь проживает директор интерната Хамзат Мальсагов. Сам же водитель в это время находился на больничном. По этой причине Хамзат большую часть времени сам выезжал по делам интерната и возил больных детей в медицинские учреждения. Пропажу он обнаружил в 5 утра и незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. Местные жители предполагают, что преступники нарочно выждали момент, когда округа погрузится в глубокий сон. Труба поднимается, ложится. Они все это, наверное, знали или пробовали. И вот так вот увели машину. Эта машина была подарена для нужд детей депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым 2 года назад. Он стал незаменимым помощником для социального медицинского обслуживания интерната, единственный транспорт, в котором перевозили детей. О случившемся депутат Госдумы Алихан Харсиев узнал в то же утро, когда обнаружили пропажу машины. Первым рейсом он вылетел из Москвы и обещал, что гнусный поступок грабителей не повлияет на необходимость транспортировки больных детей. Интернат ни на один день не останется без собственного транспорта. Новый автомобиль той же марки, что и предыдущий, интернат получил в подарок в тот же вечер. Еще один удивительный момент в этой истории. Замок, который был взломан угонщиками, ими же был заменен на новый, а ключи при этом находились в салоне автомобиля. Все документы и справки также были не тронуты. Сейчас машина находится в ГОВД Назрани, где проводятся следственные действия, снимают отпечатки пальцев. По словам помощника депутата Госдумы Алихана Харсиева, после всех действий сотрудников полиции автомобиль будет возвращен в детский дом-интернат. Машину вернули, видать, чувство совести проснулось у них, но все-таки это тоже добрый жест с их стороны. И хотелось бы поблагодарить журналистов, которые это осветили, и всех вот ребят, которые трудились, занимались поисками. Вот сегодня уже после 5 дней после кражи машина уже найдена, и в скором времени она уже будет эксплуатироваться для нужд детского дома-интерната. Главное, как отмечает директор детского дома-интернат Хамзат Мальсагов, их надежды на возвращение автомобиля полностью оправдались. Совесть у угонщиков проснулась во многом благодаря национальному телеканалу, который оказал непосредственную поддержку в освещении этой проблемы. Светлана Томова, Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.